Глобальные перемены в гимназии «Марем». Капитальный ремонт учреждения включает ремонт системы отопления, установку вентиляционного блока и замену канализации. Школу построили в 2001 году на средства известного мецената Микаила Гуцериева. За прошедшие 2 десятилетия гимназия несколько устарела. Финансирует работы благотворительный фонд «Сафмар». Неработающее отопление, забитые канализационные трубы. Проблем за 20 лет в гимназии «Марем» накопилось немало. В их числе и прогнивший паркет в коридорах и классах. Ходьба по нему все равно, что прохождение полосы препятствий. Во многих кабинетах из-за сырости, из-за отсутствия отопления поднялся паркет. Где-то было нарушено и водоснабжение. Вот посмотрите, и его менять будут, да, во всех кабинетах, где вот такое состояние плачевное, его будут менять. Частично тому виной периодическое подтопление подвала. Прорыв труб, по словам завхоза, явление тут привычное, из-за чего не только паркет гниет, но и распространяется сырость и грибок по стенам. Полностью объяснять. В любом случае, она у нас забита. Вот. Канализация. Это уже канализация. А по отоплению вот трубы уже вот видны. Они в плачевном состоянии. В некоторых местах они вообще ржавые. А в подвалах дальше, если мы пройдем, там очень много мест, где вот эти вот трубы, они лопаются. Лопаются, протекают. Сейчас, благо то, что детей нет в школе. За счет этого мы с вами можем спокойно передвигаться по подвалу. А когда вот дети выходят в школу, тогда мы с вами не сможем передвигаться. Если передвигаться, то только в галошах. Учебное заведение построено в 2001 году на средства мецената Микаила Гуцериева. Масштабного капитального ремонта за все время здесь не проводилось. Поэтому благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева откликнулся на просьбу директора о проведении ремонта в учебном учреждении. Меценатская деятельность известного предпринимателя осуществляется в рамках его договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Огромную помощь ремонта, строительства тех объектов социальных, как школ, тоже осуществляет фонд «Сафмар». Вот. Мы разговаривали с Гуцериевым Михаилом Сафаровичем. Необходимость оказалась капитального ремонта гимназии «Марем». Вот. И там оказалось в действительности очень много плачевного. То есть там и отопительные радиаторы, и много других недостатков. И всю эту ответственность, материальную, так скажем, на себя взял Михаил Сафарович. И в действительности уже там начали работу. Дальнейшее будем также продвигаться и приносить пользу республике. Прочистка, ремонт, а также частичная замена отопления, установка новой вентиляционной системы, замена канализации, демонтаж старых труб. Вот основной фронт работ, который планируется провести здесь в ближайшее время. Главный акцент рабочие сделают на отопительной системе, чтобы в холодное время года дети были в тепле и уюте. Отопление полностью стоят проекту закона грамотно будешь, эхлинху будешь, хотя проблем хуйот шлаендали. Хамел специалист харва кава уз дерек бохуш это сахайр зависит гордо уз. Сперва бригада из 18 рабочих займется отопительной системой, а следом будут укладывать новый ламинат вместо старого паркета, менять ветхие водопроводные и канализационные трубы. И в скором времени острые вопросы, которые доставляли немало хлопот как педсоставу, так и учащимся, останутся в прошлом. Хочется поблагодарить руководство нашей республики и отдельное спасибо сказать Микаилу Сафарбековичу и благотворительному фонду «Сафмар» за вот такую проявленную заботу к нашей гимназии. И мы очень надеемся, что начало учебного года для наших детишек будет уютным, теплым, ну и самым счастливым. Завершить все работы планируют к началу учебного года. Школьные будни учащиеся гимназии «Марем» встретят в обновленном и уютном заведении. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.